Запишу коротенький эфир, еду навстречу. Коротко. Смотрите, мне сейчас поступают очень много скринов с превышенным содержанием диоксида азота. Значит, со всех регионов Казахстана. У нас есть приложение от Казгидромета. Это можно скачать на любой телефон, и как бы это достоверные данные о концентрации ядовитых веществ в воздухе, да? И вот со всего Казахстана отправляют вот такие скрины в 5, в 10, в 11 раз превышение концентрации этих веществ. Диоксид азота, он способен вызывать поражение дыхательных путей вплоть до отека легких. Что делать? Вот вы мне все отправляете, и как будто я сейчас вот пойду и все вам почищу. Нет, я не смогу это почистить. Вы вызываете полицию, то есть вот алгоритм действия в таких ситуациях. Вы замерили, зафиксировали. А перед этим, знаете, до этого обычно кто-то обрабатывает подъезды, кто-то распыляет что-то во дворе. Вы подходите к таким людям, спрашиваете, откуда они, из какого ведомства, фотографируйте этих людей, фотографируйте их удостоверения, такие служебные, да, фотографируйте номера автомобилей. То есть это нужно все для следствия. Вот. В общем, вы вызываете полицию и сообщаете, ставите в известность, пишите заявление, желательно всем домам или всем подъездам, ну хотя бы 5-6 человек, можете один написать это заявление о том, что в вашем районе, в вашем подъезде, в вашем дворе зафиксирован вот такой опасный для здоровья уровень ядовитых веществ в воздухе. Пусть они разбираются, откуда это. И, допустим, там будет вестись следствие, и вы можете приложить вот эти все фотографии, вот эти скрины, все свои, для того, чтобы это все фиксировалось. Вот. Кроме этого, вообще я считаю, что вот опасность здоровью и жизни населению – это прямая функция, то есть предотвращение и устранение такой опасности – это прямая и основная функция Комитета национальной безопасности. Вот. То есть в Комитет национальной безопасности по вашему району, по вашему городу тоже следует написать вот такие вот заявления. Хорошо? Вот. За подробностями можете заглянуть на страничку Жаслана Айтмагамбетова. Это правозащитник, юрист. И он подробно все это описывает, что, куда и как. Хорошо? Давайте, ребята, уже как бы вы замечаете, вот эта программа «Пересмешник», да? Такая тактика. Такой откровенный газлайтинг уже в ходу. Я сама лично тоже очень ржала, грубо говоря, вот действительно ржала над теми, кто там ходил в прошлом году и говорил, у нас травят химтрейлы, что-то там распыляют самолетов, вертолетов. Реально, я тоже их как бы не доверяла им и говорила, что вы чепуху порите. Но я в том плане, что кто-то говорил, что там вирус рассыпают с вертолетов. Нет, такого не может быть. Но то, что ядовитые вещества способны вызвать поражение легких вплоть до отека, да, это факт. То, что у нас ПЦР-тесты недостоверны, это факт, да, это признают все, но почему-то продолжают упорно ими пользоваться. И то, что меня вот сейчас поддержит каждый здравомыслящий врач, который заметил такую особенность, что при короне нету четкой корреляции между клиникой и анализами, лабораторными анализами. То есть в лабораторных анализах лейкоформула идеальная, да?
Показатели воспаления вообще могут и не быть. То есть соя невысокая, ЦРБ там ниже 5. Но у человека температура, выраженная интоксикация. С чего бы это? Может быть, это не особенность коронавируса, может быть, это все-таки плюс еще какое-то токсическое влияние. И у всех поражение печени токсическое, практически у всех. Все знают, что я добавляю всегда гепатопротекторы и такие абсорбенты, да? Так вот, может быть, все-таки уже начать экспертизу проводить. Понимаете? Мы высмеяли всех паникеров, которые говорили настравят. Уже стало несолидно заявлять об этом. И они теперь стали откровенно всякую химию рассыпать по улицам, по воздуху. Вот на днях разговаривала с мамой и говорила: пожалуйста, вы в город часто не ездите, там дезинфицируют все подряд. А она говорит: Айна, вот у нас, говорит, приехали, 2 огромные синие бочки вытащили чего-то и чего-то там распыляли. Мы все это видели, мы все это знаем. Когда мы спросили, что они делают, они нам сказали, что травят кузнечиков. Какие кузнечики в августе? Алло. В смысле, саранчу, наверное, имели в виду, да? Но саранчу травят тогда, когда у нее еще крыльев нету, когда она еще не способна перемещаться. То есть не в августе, это факт. Поэтому, люди, давайте уже перестанем высмеивать вот этих людей, которые утверждают, что нас травят. Давайте не поддаваться откровенному газлайтингу, то есть изменению реальности и вот это все. Пишите заявление в полицию. Не надо Айне все отправлять и ждать, пока она разберется. Этого не будет. Вы сами должны это делать. Я, в свою очередь, уже подала 2 иска, готовятся еще 2 иска. И об отравлениях в том числе, химических. Давайте. Я за всех за вас все одна сделать не в состоянии.